Два ЧП на водоемах из-за тонкого льда произошли в Башкортостане за последний месяц. Один из них оказался смертельным. Поговорим о мерах безопасности и планируемых рейдах прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами первый заместитель председателя Госкомитета Башкортостана по ЧС Кирилл Первов. Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Два случая. Расскажите, пожалуйста, что произошло и как вы их оцениваете, что стало причиной? Ну, конечно, основная причина – это выход именно граждан на совсем тонкий лед. Причем один из случаев произошел на реке Белой в районе Белорецкого района. Женщина еще 14 ноября вышла совсем на неокрепший лед, провалилась. К счастью, ее заметили очевидцы, своевременно вызвали спасателей, и наши спасатели смогли оказать помощь и спасти женщину. Надо сказать, что она, наверное, родилась в рубашке, потому что нахождение в ледяной воде даже несколько минут может привести к гибели. И второй случай? Второй случай произошел в Абзелиловском районе. На озере также мужчина 70-го года рождения отправился на рыбалку. Этот случай произошел еще 18 ноября. Тоже вышел на неокрепший лед, провалился под лед. И, к сожалению, рядом никаких очевидцев не было, поэтому его уже заметили слишком поздно. Поэтому обращаю внимание наших граждан, конечно, что особенно на реках еще идет только ледообразование. Если на озерах уже лед где-то есть там 15 сантиметров, да, то есть это безопасно им находиться, то на реках и в заливах рек еще очень опасно находиться, поэтому призываем на этот тонкий лед не выходить. Ну и в целом, если отправляетесь на рыбную ловлю, то это желательно не делать одному, чтобы если вы, скажем, попали в какое-то происшествие, вам могли тоже своевременно оказать помощь и вызвать спасателей. Ну, мы должны отметить, что и погода не способствует тому, чтобы сейчас образовывался лед. Недостаточно холодно еще. Да, в этом году, скажем, ледообразование идет немножко с отставанием по времени, да, и если многие привыкли, что в середине ноября уже там люди отправлялись на рыбалку, по привычке мы вот тоже отмечаем, что в прошлый выходной уже очень много таких любителей подледного лова отправились на водоемы, но нужно отметить, что, например, на крупных водоемах, на водохранилищах льда еще нет совсем. И, ну, многие, наверное, видят, вот даже у нас в районе монумента Дружбы на Белой буквально там 4-5 метров льда возле берега, и там уже умудряются сидеть и рыбачить на совсем тонком льду. Давайте поговорим, что такое тонкий лед. 5 сантиметров – это совсем небезопасно, да? Какие еще градации есть, и можно ли на глаз определить, безопасно это место или нет? Ну, то, что меньше 5 сантиметров, это представляет уже критическую опасность. Для нахождения человека на льду считается, что безопасная толщина – это от 10 сантиметров. Поэтому, если лед 10 сантиметров и более, то можно находиться на льду. Если лед более 15 сантиметров, на него уже можно, например, выезжать на снегоходе. Далее, если говорить о пересечении водных объектов зимой на транспорте, то для этого оборудуются специальные ледовые переправы, и на автомобилях можно выезжать только где эти ледовые переправы. В других местах выезд на лед запрещен. Если не ошибаюсь, около 50 сантиметров должно быть для того, чтобы грузовая машина могла проехать. Ну, там разная грузоподъемность, но от 35 сантиметров начинают эти ледовые переправы функционировать. Там обязательно находится специальный человек, который постоянно проверяет толщину льда, его целостность, и поэтому вот в этих местах только безопасно и использовать. Дальше, каким образом определить, скажем, можно выходить на лед или нельзя, да? Ну, в первую очередь, возле берега нужно посмотреть и, скажем, какой-то либо палкой, либо, допустим, если это рыбак, да, там есть ледобур, попробовать по толщину льда, скажем, ударами попробовать сначала измерить, сломается или не сломается лед. Дальше можно также недалеко от берега отойти, попробовать пробурить там лунку и посмотреть уже, какой лед. Если это осенью происходит, то наименьшая толщина льда это на середине водоема, поэтому наибольшая опасность там. А если уже мы говорим там в конце сезона, весной, то опасность как раз представляет участки возле берега, где лед начинает таять в первую очередь. Давайте сравним, что было прошлой зимой, да, происходили ли ЧП на водоемах, вот, связанные со льдом, и какие в связи с этим вы можете дать рекомендации телезрителям? Да, ну если мы говорим за 2020 год, то всего произошло у нас 5 происшествий, связанных с провалом под лед, и, к сожалению, погибло 3 человека. В прошлом году таких у нас случаев было 10, то есть это ежегодно происходит. Для того, чтобы этого не допускать, мы как раз проводим профилактические рейды. Вот, и в этот период уже наши спасатели совместно с представителями муниципалитетов такие рейды проводят, в ходе которых объясняют людям
почему нельзя выходить на тонкий лед, как действовать, если вы уже, скажем, провалились под лед и так далее. Давайте рекомендации дадим. Если человек провалился под лед, что делать? Ну, нужно сказать, что в данном случае буквально счет идет даже, наверное, не на минуты, а на секунды, поэтому нужно обязательно позвать на помощь, чтобы люди, которые находятся на берегу или недалеко от вас, могли оказать вам помощь. И в таком случае нужно, конечно, или какой-то шест, палку или веревку кинуть человеку, который провалился под лед, и постараться его уже подтянуть на лед. Если рядом никого нету, то здесь рекомендации такие. Нужно максимально широко раскинуть руки, ноги и постараться, скажем, плавными движениями выползти на кромку льда. Если под рукой что-то есть, опять же, может быть, там, например, это лыжные палки или ледобур, то то же самое постараться опереться за счет этого и также выползти на лед и двигаться уже по направлению к тому, откуда вы пришли, то есть где уже лед испытан. Мгм. Очень много в соцсетях роликов, где спасают животных либо людей, которые провалились во льду, либо там замерзли. Да, вот здесь тоже, пожалуйста, рекомендации, Кирилл Сергеевич. Ну, то же самое, если вы видите, что животное какое-то попало в опасность, лучше, скажем, вызвать спасателей, потому что наши сотрудники обладают всем необходимым снаряжением и могут оказать помощь достаточно оперативно. Если, опять же, вы видите, что человек терпит бедствие, как я уже сказал, но обязательно нужно сразу вызвать спасателей и попробовать теми подручными средствами, которые есть, то есть это или длинная какая-то палка, или шест, или веревка, человеку подать, но ни в коем случае нельзя близко подходить самим к этой полыне, куда человек провалился, потому что уже в опасности могут находиться уже несколько людей. Вы уже отметили, что проводятся рейды, на что они направлены и ближайшие, где вы планируете провести? Да, это рейды проводятся как раз в целях разъяснения нашим гражданам о том, как правильно и безопасно отдыхать зимой, да, что нужно делать, если вот вы уже провалились. В первую очередь, конечно, мы обращаем также внимание на детей, потому что достаточно часто фиксируются случаи, когда дети попадают в опасность. Это в сельских населенных пунктах, где есть водоемы. Вот такие рейды, они проводятся постоянно. Вот, как я сказал, завтра в районе монумента Дружбы на реке Белой мы также будем проводить эти рейды с использованием 2 судов на воздушных подушках, потому что льда еще на реке нет, то есть он установился только частично. Угу. И горячие точки, точнее, вот такие вот опасные точки на водоемах, где чаще всего происходит ЧП, можете назвать? Ну, здесь нужно отметить то, что наибольшее количество происходит все-таки на реках, потому что где есть течения, различные промоины, их не всегда видно, они могут быть припорошены, например, снегом, или возле каких-то, допустим, там подводных объектов, подводные острова, водоросли и так далее, или где-то, может быть, там впадает какая-то труба. Вот такие объекты представляют наибольшую опасность. Ну и по большим водоемам, как я сказал, то есть вот на сегодняшний день это середина водоемов, да, то есть это наименьшая толщина льда там, и, соответственно, наибольшую опасность они представляют. Угу. Как правильно проводить рыбалку? Ну, как сказать, здесь, наверное, это каждый рыбак скажет, что у него свой способ, да, когда мы профилактические рейды проводим, тоже многие граждане говорят о том, что мы там десятилетиями рыбачим, ничего с нами не произойдет и так далее. Поэтому, скажем, не стоит пренебрегать мерами безопасности. Обязательно, если вы выходите на лед, то это нужно сделать 2 и более человека, чтобы, скажем, кто-то вам мог оказать быструю помощь. Дальше, если вы уже находитесь непосредственно на льду, в одном месте скапливаться ни в коем случае не нужно, то есть на каком-то, там, хотя бы 10-15 метров расстояние должно быть. Далее, ну, необходимо, наверное, исключить там или минимизировать употребление каких-то горячительных напитков, потому что бывают и такие случаи, что человек не то, что, скажем, даже провалился под лед, да, а просто в темноте, например, или в плохих погодных условиях потерял ориентир и может просто на льду замерзнуть. То есть такие случаи вот в прошлом году, например, случались у нас. Поэтому как бы вот такая ответственность за свое здоровье, за здоровье своих близких, конечно, это в первую очередь. Ну и если не ошибаюсь, был также случай в Башкортостане, когда лодка с 3 рыбаками перевернулась, и все 3, к сожалению, погибли. Вот в чем была ошибка? Вот как я сказал, да, вот традиционно, когда у нас люди отправляются на рыбалку, как-то, не знаю, там принято, да, употреблять спиртные напитки, и в подавляющем большинстве случаев вот это является проблемой. Потому что люди переоценивают свои силы, особенно если это в осенний период. Вода и так очень холодная, и для того, чтобы
скажем, быстро выбраться на сушу или добраться до своей лодки. И просто здоровому там, и трезвому человеку это сделать очень сложно. А если человек находится в состоянии алкогольного опьянения, то это практически шанс приравнен к нулю. Ну и еще один вопрос. Человек, который выбрался из этой полыни, из ледяной воды, да, какие дальнейшие действия должны быть? Ну, в первую очередь надо очень быстро снять с себя всю мокрую одежду, переодеться во что-то сухое и постараться максимально быстро обратиться в больницу. Чтобы не было переохлаждения? Конечно, потому что, как я уже сказал, вот в ледяной воде буквально там за пару минут, за несколько секунд происходит переохлаждение, и человек погибает. Поэтому для того, чтобы оказать необходимую помощь, нужно быстро обратиться к врачам. Ну и резюмируя нашу передачу, сегодня все-таки главный совет: тонкий лед – это опасность. И вот ваши рекомендации общие. Ну, да, то, что касается вот настоящего времени, да, хотелось бы все-таки сказать, тот человек, который хочет уже пойти на рыбалку, ему не терпится, да, то это пока можно делать только на озерах, где лед уже достаточно толстый и можно безопасно там находиться. Пока все-таки мы рекомендуем исключить вот рыбалку на реках, где еще тонкий лед и течение не позволяет образоваться льду, да. И опять же, если вы отправляетесь на рыбалку, то нужно правильно, скажем так, одеться, это раз. Второе, со своими там друзьями, коллегами выполнять те требования, о которых мы уже сказали, ну и исключить употребление спиртных напитков, тогда у вас будет, скажем, отдых безопасным и полезным. Спасибо большое, Кирилл Сергеевич. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был первый заместитель председателя Госкомитета Башкортостана по ЧС Кирилл Первов, и мы говорили о том, что тонкий лед – это опасность, обязательно соблюдайте меры безопасности. А также смотрите БСТ, не переключайтесь.